Всем привет из солнечного Крыма, Ялта, 11 мая. Предлагаю вам со мной поехать в Гурзуф. Ялта-Гурзуф, маршрут дня. А сегодня выехал так поздноватенько. Так что вот это он стал. Поздноватенько выехал. Поэтому сегодня далеко ехать мы не будем. В Гурзуф. В общем. Сейчас тут по одностороннему движению надо проехать. Петляем тут пока. Чтоб в объезд не ехать на Массандру, мы вот так вот срезаем маршрут наш. Пип-пип. Спасибо. Все, поехали. Через Массандру, Массандра-Бич. На турбо. Сегодня наш маршрут на турбо. Турбодень сегодня у нас. Дожди были 2 дня. Думал поехать на Айпетри и потом спуститься по Ягодке, но дожди были, там еще особо не подсохло, а грязь месить не хочется. Куда-то спускаются люди. Тут строят все. 2 комплекса. Или даже 3. Новенькие. А рядом с отелем
Ялта Интурист. С левой стороны в комплексе тоже построили новые. Z. Номера нету, зато Z. Вот чувак без номеров ездит. Ну давай, сворачивай уже. Слева проезжаем бассейн и аквапарк мини Ялты Интуриста. Симферополь налево, а нам прямо на Никиту. А вот такие виды здесь открываются у нас. На море. Нам на Никиту. Этот морской порт. Там вот, а здесь вот это строят. Что они тут строят? Какой-то дом. Частный, не частный. Может, как типа магазина. Надо было почитать паспорт объекта. Может, какой-то магазинчик продуктовый или какой-то строительный. И нашли ж там, блин, землю. Ха. Нашли ж участок. Па-па-ра-па-па. Собака лежит возле машины, отдыхает.
Отрадная сейчас у нас. Отрадная Сити. Поселочек маленький. Как и Никита. Может, Никита чуть-чуть больше. Но я в Отрадное спускался вот где-то месяц назад. Чисто посмотреть вообще, что там. Там такая мини-набережная. Вот. Ну, гостевые дома, гостиницы. Все такое маленькое. Нет больших комплексов. Все такие небольшие мини-гостиницы, гостевые дома. Эллинги, да, еще там есть. Но там тихо-тихо, там вообще никого. Не, ну как, есть как бы люди, но все равно там место такое вообще тихо-тихо. Ну там берег, вот эти волнорезы. Вот. Есть там места, где как бы можно заходить в море более-менее. Но прям чтоб разгуляться, так там такого нету. Вот. Поэтому так чисто приехать на пару дней, или даже если я приехал в Ялту, ну вот летом, да, вот, то понятно, в Ялте куча народу, забито все, но это я уже рассказывал. Вот, все там забито. Сел на машину и сюда приехал. Нормально. И здесь себе есть, ну, то есть с Ялты ездит сюда чисто загорать, купаться. Потому что Никиту и вот этот Отрадное знают мало людей. Ну, кто приезжает вот с регионов России. Особенно Никиту ты еще как бы в основном знают все, потому что Никитский ботанический сад. А вот в Отрадное мало кто знает. И когда по дороге вот этой едешь, его ж толком не видно. Ну, что-то там есть, дома на этом берегу. Но это ж надо спуститься, посмотреть. Вот. А Никиту все просто знают, да, из-за того, что Никитский ботанический сад. И кто сюда приезжает, в этот сад, они тут ходят, все смотрят, спускаются на берег. Как бы больше, да, все-таки Никиту знают. Так что как-то так. Ну да, вот есть такие поселочки маленькие, в которых тихо, спокойно и народу меньше. Тот же взять Семейск, Коцевели. Как бы, ну, Семейск как бы все знают, а Коцевели многие как бы не доезжают, хотя он там находится рядом, буквально километра 3-4, ну, сразу после Семейза. Так что, ну, секундочку, что там у нас? Сейчас надо выключить нам этот. О, все. Вот, поэтому, да, поселков тут в районе Ялты так хватает.
такие виды. Зеленое все. Так, поехали дальше. Так, секундочку. Что у нас с музыкой? Поехали. Шоссе Дрожинского. Тут он комплекс построили. Новый. Апартаменты, квартиры. От 4 миллионов или от 5. Тут вечно грязюка, а пока подсохнет теневая сторона. Тут дорога, конечно, разбитая. Жарим, жарим на подъем. Залетели. Никитский ботанический сад с левой стороны. Нижний вход здесь его, а верхний вход там дальше. Тар-тар-тар-тар. С правой стороны этот заповедник мыс Мартьян.
Не видно здесь деревья, все. Я тут потом буду ехать, когда назад буду ехать через заповедник тут. Буду ехать там грунтовые дороги по небольшому такому лесу. Затерянный мир, 400 метров. Тара-тара-тара-тара-тара. Направо сюда можно свернуть на заповедник. Дорожка там есть. Как бы. Ну, красота вот такая. Вон, Никитский сад. Вход. Все дела. А мы едем дальше. Фух. Эх, забыл воду взять с собой. Ну ладно. Сегодня не так жарко. Может, куплю маленькую бутылочку. Так, чисто сделать пару глотков. Фух. Это еще дерево цветет. Неделю назад где-то я проезжал. Цветет до сих пор. Обалдеть. О, кто-то. А, я думал, кто-то едет тоже на велосипеде. Это люди идут пешком. Все, поднялись сейчас к стеле, едем к Никитской стеле и сворачиваем на трассу на Гурзуф. Фу. Фух.
Ну, вчера и дубак был. Капец. Градусов вчера было 8 где-то. Ну, днем было плюс 12, а под вечер было 8. Дубак вчера был конкретный. Да и сегодня так. Не так уж и жарко. А уже, можно сказать, почти середина мая. Ну да, там было дня 4 где-то. Под 20-22. А потом опять вот похолодало. Что-то погода вообще нестабильная. Погода не держится ни хера. Красный, что ли? Какой красный? Все, летим в Гурзуф. А здесь рядом. Доедем сейчас на смотровую. Ну, это типа как смотровая или не смотровая, в общем. Машины всякие сюда заезжают, типа, чтоб отдохнуть. И посмотреть на Гурзуф издалека. Например, вот так вот. Смотрите, опа! Вот это вид. Вот это вид. Солнце, он падает на Мишку. Красотища.
Так, смотровая здесь. Заезжать не будем. Останавливаться. Поедем дальше. Вот это ветер дует. Встречный ветер, собака. Красота, ляпота. Сфоткаем сейчас. Красоту. Красиво. Видок такой отсюда. Тут все строят, все никак не достроят. Они в том году строились, в этом году. Поля такие, он с правой стороны. Виноградник. И не отдают никому под застройку. Спускаемся к берегу.
А вот мы и на берегу. Загорающих нету. Все только ходят, гуляют. Или вон сидят, смотрят на море, наслаждаются природой. Камни такие, он что-то их раньше не видел. Вода какая чистая, завал. Прозрачная такая. Вода чистяк. Ой. Вода чистяк полный. Чистейшая, просто как слеза. Не знаю, в камеру видно, нет, но вообще чистая. Чистейшая. Так, ну чё, покатаемся по Гурзуфу. Посмотрим обстановочку. Кто тут гуляет, кто где чё. Сейчас по ступенечкам. Ой. Заскочим вот этим вот. Где-то я видел ступенечки такие интересные. Опа. Ну, людей так мало, да. Рыбу кто-то ловит, он на одном пирсе, на втором. Тут вода всегда чистая. Ну так. Есть местами. Птица, лети. Коты. Коты прыгают с бортов. Не, ну чистая, да, вода и здесь. Она, в принципе, везде, где галька, везде вода чистая. Да. А тут прям водорослями тянет. Капитально. Запах прям. О! На лодке стоят. Поехали на ту сторону. Спортсмены бегают.
Мангальная зона. Назад вывели. Водоют. Ну, сейчас прокатимся по набережной. Кафе «Рыба». Тут кофе продавали, но что-то они закрытые до сих пор. Не хотят открываться. Здесь попьем кофеек чуть попозже. Вот здесь пляж прикольный. Но здесь все пляжи нормальные. То с той стороны они меньше, а здесь такие, да, шире, под навесом. Такие нормальные. Чаи продают, кофе, чаи. О, купается женщина. Зашла, скупнулась. Выходит. Сейчас покажу. О, вон женщина. Молодец такая, бодрячком. Бодрячком. Ну, вода сейчас где-то плюс 12. Где-то так. Так. Холодно еще. Скажем так. Холодная вода еще. Теннисный корт здесь вот. Навасаренда. Сейчас поедем туда по узким улочкам. Катнем.
Красят все. Готовятся ребята к сезону. А ну-ка, что тут? Тут тоже готовятся. Айкот. Айкот. Кофейки всякие. Кофейки, мафейки. Пип-пип. Ну, такой вид там прикольный. Спасибо, не надо. Девушка говорит. Без комментариев. Окей. Не пытайтесь. Да? Да, виды отсюда, конечно. Так, поехали пить кофе. Короче говоря.
Ну чё, под чебуреку. Ха-ха. О, машины нету. Ой, хорошо здесь. Швартовка запрещена. Красота, ляпота. Вот там ступенек вверх подниматься. Все, едем пить кофе. Ну, что-то тут народу.